Форум открыл председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума. В своем выступлении он отметил роль Совета в сохранении национального кодекса Апсуара. Апсуар милат хдырра ларыпшу, рейч курлара азрыпшуа форму. Ауютыпшыр демократът хыцхырта шатас измоу ажлар цас дырраква иркодексу иагим шагуту адауҳат бзазара акабзкви азыҟазаашьақәа рпринципқәа системала урҭ реилагара аԥсра иаҩызоуп, иаанаго ԥсроуп. Аԥсны быргцәа рхеилак аинститут аҟны ажәытә заахыцгьы зықьышықәсала аԥсуа ҳәынҭқарра аҭоурых аҿгьы инанагӡон акрызҵазкуаз афункциақәа. Иуадаҩӡаз аамҭақәа раан аҩныҵҟатәи аполитикаҿы еиԥшын адәныҟатәи аполитикаҿгьы аԥсуа аҳцәа абыргцәа рхеилак ақәыршаҳаҭымкәа изаҟарыӡаалак ӡбамҭак рыдыркыломызт. Первый вице-премьер Жан Сухнанба зачитал приветственное послание президента Бадры Гунба. Сердечно приветствую вас на форуме, посвященном теме, имеющей особое значение для нашего народа. Апсуара – это основа нравственной культуры абхазского народа, источник его духовной силы и жизненных ориентиров. Это не только свод неписанных правил, но и живой дух народа, соединяющий в себе традиции, уважение к старшим, взаимопомощи, гостеприимства, готовности встать на защиту своей земли и чести. Сегодня, когда человечество сталкивается с вызовами, требующими новых подходов к построению справедливого и гуманного миропорядка, обращение к ценностям Апсуара приобретает особую актуальность. Выражаю искреннюю признательность организаторам этого очень нужного форума за инициативу его проведения. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и приятного проведения времени в Абхазии. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба. О значении Апсуара в формировании политической доктрины страны говорил общественный и политический деятель Валерий Аршпа. Главная задача для абхазского народа – это забота о развитии и становлении собственного государства. Но возможно ли это только традиционными государственными методами? Полагаю, что этого будет недостаточно. Названная выше мера обязательно должна сосуществовать с комплексом национальных устоев и традиций. Наиболее действенный способ возрождения абхазской идеи – формирование научно-практической основы сплочения народа – национальная доктрина. Ее программные цели и задачи по дальнейшему становлению и развитию общества, нации, государства должны формулироваться и наполняться содержанием, привлекательным и притягательным для населения страны. Мы знаем, что в критические моменты, периоды нашего Отечества, как и во время грузино-абхазской войны, Родину и этнос спасли мощнейшие запасы духовной силы абхазов. Важнейшая роль в этой принадлежала нашему кодексу чести Апсуара. С научной точки зрения Апсуара раскрыл доктор филологических наук Валерий Кварджия. Он рассказал об этимологии понятия и исторических предпосылках возникновения кодекса у абхазского народа. В основе любого этнического сообщества лежит язык и определенные нормы общежития, выработанные в процессе их исторического развития. Эти нормы более ярко выражены у народов, имеющих давнюю традицию государственности, в прошлом контакты с древней цивилизацией. Не случайно у абхазов, адыгов и других народов бытует слово «намыс», «ламыс», абхазское «аламыс», «анамыс» в значении «совесть», «честь», достойное уважение и гордости этнической нормы поведения, что восходит к греческой «номос». Повторяю, что восходит к греческой «номос» – обычай, нрав, порядок, закон, а также религиозное
этическая правовая норма, имеющая обязательный, общезначимый, неизменный характер в греческих полисах. О важности сохранения языка говорил заведующий кафедрой экологии и техносферной безопасности Северокавказского горно-металлургического института Иван Алборов. И мне особенно приятно то, что здесь разговор идет на своем родном языке в большинстве. Это очень важно. Сегодня сохранение этнического своего происхождения, этнического языка. И если мы не будем язык сохранять, то человек, не только человек, а нация исчезнет. Поэтому сколько существует язык, столько существует и нация. Доктор философских наук Иван Тарба предложил комплексный подход к преподаванию апсвора в школах и вузах. Я думаю, что в первую очередь надо подумать о программе, затем об учебном пособии, но, естественно, собрать группу авторов из числа работников университета Абхазского института гуманитарных исследований. Там должны быть этнологи, там должны быть литераторы, там должны быть юристы для обычного права, там должны быть, естественно, и философы, которые культурологию могут им прочесть. Но диплом ты не выдашь человеку для мирового пространства, это очень актуально сейчас. Преподаватель абсурд, преподавателя уроса нигде нет. Но коль назрело такое время, есть такая потребность, то надо в университете на базе исторического факультета открыть группу культурологов. И в системе культурологии там этнологи, психологи, юристы прочтут, что такое апсвара. А другая часть, философскую часть, мы возьмем на себя, что такое культурология, какие культурные процессы во всем мире происходят. Вот в таком духе надо комплексно заниматься проблемой апсвара, а не общими словами. Завтра откроем эту школу, завтра мы начнем преподавать. А что вы будете преподавать и кто будет преподавать? К обсуждению присоединились и зарубежные гости. Президент делового совета БРИКС Висенте Барриентас и бельгийский политолог Крис Роман подчеркнули значение международного развития Института Совета Старейшин. Почему я считаю важно развитие этого движения? По той простой причине, что согласно демографическим исследованиям, возраст населения, он меняется к тому, чтобы население стареет везде. Например, в Бразилии 40% населения старше 60 лет, так как и в России. Вот. Значит, у нас 40 миллионов и в Бразилии, и в России уже 80 миллионов из старших 60 лет. В Китае и Индии эта цифра равняется 300 миллионов, то есть уже получается 680 миллионов. И с учетом других стран БРИКС, эта цифра дойдет до 1 миллиарда населения. То есть получается, что 1/7 часть населения в возрасте старше 60 лет. И что получается? Что это население, хотя она уже обогащена знаниями и опытом 60-летней жизни, она уже может приводить плюсы и плоды обществу. И я согласен с коллегой, который говорил о том, что мы должны создать и университет, и факультет для переподготовки всего этого персонала, который может быть еще полезным обществу. А если не обществу, по крайней мере, своей семье. Традиции народов – это не просто обычаи или ритуалы. Это мудрость, передаваемая из поколения в поколение, которая помогает нам оставаться связанными с нашими корнями и учить уважать друг друга. Старшие поколения играют в этом важную роль. Они являются носителями этой мудрости и мостами между прошлым и настоящим. Их опыт помогает нам находить пути укрепления связей между народами, основанных на уважении и понимании.
Обсуждения на форуме продолжатся в течение 2 дней. Его участники уверены, традиционный кодекс Апсуара способен стать основой для диалога культур и укрепления взаимопонимания в современном мире. Заур Кварча, Торник Амичба, Абаза ТВ.